Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». В сегодняшнем выпуске мы вспомним историю полного георгиевского кавалера, ротмистра царской армии генерала-майора персидской армии Заурбека Борова. Подробнее о его жизни и военном пути нам расскажет гость программы, исследователь и архивист Берснаков Газиков. Приветствую вас. Добрый день. Берснаков Джибраилович, что известно о семье Заурбека Борова, какое образование он получил и как вообще начал свою военную карьеру? Это очень известный человек, о нем очень много написано, очень много сказано, но в то же время в его биографии, его деятельности есть много неизвестных страниц, и вот поэтому мы, идя на вот эту передачу, решили взять с собой некоторые документы, и как раз эти документы, связанные с той, так сказать, с теми годами, как раз когда в его судьбе были значительные перемены. И вот хотел бы показать портрет, вот фотография, вот Заурбек Тимуркович Боров. Вот. Это человек, который оставил яркий след не только в истории ингушского народа, но и в истории России. Вот. Нам известно, впервые мы о нем узнали, мы узнали из публикаций книг. Вот. Брешковский в свое время написал несколько книг «Дикая дивизия», потом у него вышла книга «Предатели», потом, была книга Маркова в Ингушском конном полку, была также книга, она издана в Америке в 1935 году, это книга Курнакова, называется она «Дикая дивизия», но она на английском языке. И вот во всех этих книгах, говоря о Дикой дивизии, об Ингушском конном полку, обязательно упоминается вахмистр, как они пишут в то время, Заурбек Боров. Это человек, который был уже в возрасте и служил в Ингушском конном полку. Ну, из документов мы просматривали различные документы, мы просматривали кавказские календари, мы просматривали туркестанские календари, просматривали массу газет. И из вот всех этих периодических изданий мы узнали о том, что отец его, Заурбека, Тимирка Боров, он в свое время был военный, он служил, или вернее воевал в русско-турецкой кампании 1877-78 год, был награжден различными наградами. И, насколько нам известно, мы находили приказ об увольнении его со службы, он датирован 1885 годом, он увольняется в чине поручика императорской армии. То есть сын, получается, пошел по стопам своего отца? Да, он получил образование. Вот, а по кавказским календарям, по газетам видно его путь. Он начинал здесь, в Владикавказе, затем он работал в Ставропольском, так сказать, отделе. И в конце 1890-х годов он переезжает в современный Ашхабад. Там, в этих краях, был такой город, как Красноводск и Кызыл-Ирбат. И вот там он служил полицейским. А что касается ближе к 1910 году, он был полицмейстером города Ашхабад. Из документов следует, что у него очень сложная работа была. Дело в том, что он боролся с различными разбойничьими элементами, с так называемыми революционерами. Вот. И это была очень опасная работа. Несколько раз он подвергался терактам. Вот. И, и были очень много врагов у него было. И поэтому враги не унимались и пытались снять его с работы. И поэтому по доносу его, арестовали. И он какое-то время провел, в тюрьме, был обвинен в растрате денег, якобы так. Вот. И вот этот период, он очень интересный. Почему? Потому что дальше была такая эпоха сложная. Был в Персии низложен шах, экс-шах Мухаммед Али. Тогда была объявлена кампания по возврату этого экс-шаха Персии на трон свой. И вот в это время в Персии появляется Заурбек Боров. А вот как он там оказался? Вот как оказался, это секрет. И вот секрет, который до сих пор мы, в общем-то, и не знаем. Но дело в том, что мы, когда взяли документы, то в документах он описывает свою жизнь и отвечает на эти вопросы.
Что касается 1908 году, был террористический акт, и в этом акте, смотрите, это помощник пристава Фома Харитонович Тараненко. Он погиб как раз, спасая жизнь Заурбеку Борову. Да. И дело в том, что он погиб, сам теракт был направлен для того, чтобы убрать Заурбека нашего. И он попадает туда, и потом здесь идут различные рассказы, что он был генерал персидской армии, что он там. Но из документов, которые мы находили несколько документов на немецком языке, было сказано, что он командовал войском численностью 500 всадников, и эти всадники были ингуши. И это было нам очень интересно. Почему? Потому что Заурбек бросил клич, и масса ингушей, они это делали частью тайно, часто переходили границы, в общем, старались попасть туда, чтобы быть в войске Заурбека Борова. Когда мы работали в Бакинском архиве, то мы обнаружили дела на 3 ингушей. Это Адильгерей Аджиев, Гамботов, это Мажит Аздоев и Хадышко Сагов. Нам повезло, мы обнаружили 3 фотографии. Это 3 всадника, которые служили в персидской армии под командованием Заурбека Борова. Но они были не согласны с тем, что там в это время не производилась оплата, и они просто ушли. И таким образом мы наткнулись на документы, и оттуда мы узнали какие-то подробности. И в этих делах, которых мы обнаружили, там есть имена еще многих ингушей, но, к сожалению, нет фотографий их, но есть имена и тех, кто там в это время служил. Позже его, он был некоторое время под следствием, но в это время, как он пишет, он стал титулярным советником, это крупный, так сказать, классный чин. Ему давали продвижение по службе в город Ташкент. И в 1910 году он был под судом, следствие было в Ташкентском уголовном суде, и попадает он в Персию. Здесь интересная судьба и неизвестная страница его жизни. Но потом, в 1914 году, когда сформировался ингушский полк, мы видим в составе ингушского полка Заурбека Борова. Он уже в годах. В этом же полку служат 2 его сына. Один Султан, другой Исмаил. То есть, получается, он возвращается с Персии на родину, с Персии, да, возвращается он. Но он был неординарный человек, он действительно возвратился. И когда он возвратился, я хотел сейчас зачитать его письмо, здесь, в котором он отвечает в какой-то степени на эти вопросы. И это письмо, обращение у него, направлено государю-императору, пресветлейший, державнейший, великий государь-император Николай Александрович просит сверхштатный вахмистр ингушского конного полка Кавказской туземной конной дивизии Заурбек Тимуркович Боров о ниже следующем. До 1908 года я в течение 28 лет состоял на государственной службе в классных чинах, имел чин коллежского асессора, ряд орденов, а также был представлен к награждению орденом Святого Владимира 4 степени и в указанном году занимал должность полицмейстера города Ашхабада. Тогда раньше писали Асхабад, сейчас говорим Ашхабад. Из оказанных мною в последнее время служения на более важными отличиями по службе были следующие. В 1905 году, состояв в должности пристава города Красноводска, я задержал убийц бакинского губернатора князя Накашидзе, армян, которых передал в руки правосудия и обезоружил население города, найдя в некоторых домах склады оружия и тем самым предупредил подготавливаемую резню между армянами и мусульманами. В 1906 и 1907 году подавил при содействии казаков Таманского казачьего полка революционное движение в городе Кизил-Арвате, задержал главных виновников, их переписку и открыл места хранения и изготовления взрывчатых веществ. В 1908 году по постановлению ревизовавшего Туркестанский край сенатора графа Паолена я был предан суду по жалобам некоторых лиц, имевших на меня злобу по старой моей службе в Красноводске. И в 1910 году, благодаря лжесвидетельству,
подготовленных жалобщиками лиц по приговору Ташкентской судебной палаты, осужден к лишению всех прав состояния и отдачи в исправительное арестантское отделение сроком на 1 год. Что осуждение мое произошло при такой обстановке, подтверждено было в 1911 году письменным докладом господину военному министру, бывшим туркестанским генерал-губернатором Семеновым, с ходатайствующим о восстановлении меня во всех служебных правах. Отбыв незаслуженно назначенное мне наказание и проживая в среде своих сородичей-ингушей в Тверской области, я составил в 1910 году проект организации местной туземной охраны без расходов для казны для борьбы с грабежами убитого уже разбойника Залимхана. Созданная по моей инициативе охрана существует поныне и успела в первый же год прекратить все бывшие до того разбои в области. В 1911 году в интересах России я работал в Персии по делу, известному лишь нашему министру иностранных дел. Вот это и есть ответ на вопрос, каким образом он оказался в Персии. Да. И он, видите, как отмечает, что это известно министру иностранных дел. Вот, в 1914 году, несмотря на нахождение на театре военных действий 2 моих сыновей, офицеров, из которых старший за боевые отличия в делах против неприятеля награжден 7 боевыми орденами до георгиевского оружия, включительно, и приняв деятельное участие при формировании Ингушского конного полка, сам отправился в составе названного полка охотником на театр военных действий и за свою примерную службу удостоен звания вахмистра и награжден 3 георгиевскими крестами за храбрость. На основании вышеизложенного дерзаю всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество о даровании мне особой монашей милости, восстановить меня во всех потерянных по суду служебных правах и чинах, дабы, возвратясь по истечении разрешенного мне месячного отпуска в свой полк, я с новой энергией и воодушевлением мог нести службу Вашего Императорского Величества 1915 года, 19 ноября. То есть здесь вот в его письме к императору Николаю мы видим о том, что он, во-первых, объясняет свое присутствие в Персии, с одной стороны, а с другой стороны он говорит о том, что он не был виноват, вот, и для того, чтобы получить, так сказать, прощение, вот, и даже ушел на войну, то есть он уже был в преклонном возрасте. Мы смотрим эти различные издания, где описывается Заурбек Боров, то отмечается, что вообще-то в армии, когда собираются офицеры, то все они, значит, соблюдают степень старшинства, так сказать. Но в данном случае они отмечают, что когда собиралось офицерское общество, несмотря на то, что в этот момент он был вахмистром, то есть это небольшой чин, так сказать, то он обязательно занимал место председателя. То есть он пользуется таким уважением и среди ингушей, и среди офицеров. И он действительно, вот он говорит, что у меня 3 креста, а на самом деле дальше в документах сказано, что он был представлен и к званию, Георгиевский крест 1-й степени. То есть он является полным георгиевским кавалером. Также полным георгиевским кавалером является его сын Султанбек. Султанбек зовут. Вот. Но он, к сожалению, погиб в бою. Но о нем тоже очень прекрасные отзывы. Во всех представлениях пишут, что он сделал очень много. Это был отважный офицер. И также был в полку его меньший сын Исмаил, который также воевал, также имел награды. Вот. Но нам, в общем-то, неизвестна дальше судьба. Мы вообще-то, конечно, мало знаем, в данном случае я знаю мало о семье, да, но для нас было важно найти в архивах документы. И вот, работая в Государственном архиве Российской Федерации, мы выявили ряд дел. Я с собой некоторые принес сюда, смотрите, здесь вот дело, это 1906, 8, 13 год, здесь вся переписка, все свидетельства. А что касается других документов, их достаточно много. Вот. И в других документах также есть прошение. Вот видите, здесь опять прошение царю Николаю, он описывает свою жизнь. И везде он показывает, что он гражданин России, что он патриот России. Несмотря на то, что он в возрасте, то есть он прекрасно воевал. Вы сами представляете, что, будучи в таком возрасте, там ходить какие-то атаки, это достаточно сложно. Данные о нем теряются.
Вроде он ушел на Запад, он эмигрировал. И вот в эмиграции его жизнь малоизвестна. Куда неизвестно, да? Неизвестно. Но я вот хотел бы отметить здесь, пользуясь случаем, что вот в публикациях некоторых людей дается дата, что он умер в 1926 году. Да, то, что прожил 80 лет. Да. Но у нас есть публикация, это 1927 год, июнь месяц. В июне месяце он присутствовал на заседании кавказских эмигрантов в Париже, и то есть он был жив еще. Ну а дальше нам неизвестно, действительно, когда он умер. Но в любом случае это было в 27-м и позже, видимо, было. Ну, мы не знаем. И предстоит работа, конечно, надо определить. Мы не знаем также о том, как сложилась жизнь его потомков. Значит, мы не в курсе, но я думаю, что это можно будет узнать. Вот. Но для нас все-таки более важно было найти документы, потому что документы позволяют нам более точно смотреть на эти процессы, которые были. И мы надеемся, что мы найдем еще. Вот. Но у нас что впереди, что бы мы хотели бы? Дело в том, что есть возможность, и мы знаем, что суд проходил в 1910 году в Ташкентском окружном суде, и я думаю, что если бы поработать в Ташкентском архиве, то мы можем найти документы, связанные с процессом, следствием, связанным с Заурбеком Аборовым, и есть возможность узнать какие-то подробности. Подробности могут также сообщить и родственники, конечно, какие-то, но в любом случае главная наша работа – это поиск документов. Но в любом случае мы сегодня о нем говорим. Нам приятно, что это имя увековечено здесь, есть улица, да, здесь в Магасе, столица. И поэтому нам это приятно. Не только Заурбек, но и сын его, в данном случае мы говорим о султане, а также отец. Все они заслуживают того, чтобы тоже были и названы их именами улицы. И вообще об этих людях надо больше говорить. Потому что это слава русского оружия, можно так сказать, того времени, я имею в виду, в XIX веке и в начале XX века. Да, все-таки они славили не только наш народ, но и всю Россию. Да, они и Россию, они были известны. И дело в том, что когда он писал письмо Николаю II, то он в тот момент находился в Петербурге, проживал там, в Петербурге. То есть у него были обширные связи, он был знаком со многими деятелями. За него заступаются здесь в письмах многие генералы, очень известные, очень крупные люди, которые не верили в то, что его оговорили. И в конечном счете ему вернули все те чины и награды, которые были. Где сегодня можно ознакомиться с подробностями его биографии, о тех публикациях, прошениях, о которых вы говорите? Ну, я думаю, вот эти документы, которые мы сегодня показываем, да, вот они, эти документы, они еще не опубликованы, о них, в принципе, наверное, и не знают и исследователи, вот именно о этих документах, о которых я сейчас говорю. Конечно, нужно здесь собрать все сведения, потому что они отрывочные сведения там, в Кавказском календаре, в Туркестанском календаре, в газетах, газета «Кавказ», газета «Русский инвалид», везде публикуются приказы о награждении, о переводе. И это масса разных, они такие небольшие вроде бы, но если их выстроить вот так хронологически... То есть вам нужно собрать цельный пазл, да, чтобы... Они собраны. Вот то, что есть, оно собрано, это достаточно много. И они вполне... как бы сказать, подходят под издание отдельной книги, даже так? Причем солидной книги, где можно поместить все эти материалы. Мы не можем об одном человеке в каком-нибудь сборнике поместить много материала, и мы так печатаем, насколько это возможно. Но о таких людях, о людях, которые оставили яркий след, у которых богатая биография, о которых много материала, необходимо, конечно, издавать отдельные труды, отдельные книги. Бирснакот Джабарилович, мы в свою очередь благодарим вас, что пришли сегодня, рассказали нам о ранее неизвестных страницах истории этой выдающейся личности. Спасибо. История Заурбека Борова – это захватывающий рассказ о мужестве, преданности и верности долгу. Его жизнь полна ярких событий и военных подвигов, служит примером для подражания и вдохновляет нас на изучение своей истории. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!